Друзья, добрый вечер, Сейдик Хелшин. И с вами снова Лейла. И еще раз поздравлю вас с праздником, кто не смотрел. Суразой Байрам. Пожелать вам счастья, любви и здоровья и мира. Как раз пришли дети. Я сейчас сначала отпущу детей. Я очень бываю рада, когда приходят дети, друзья. Так, приходили ребятишки. Отправила их. И вчера вот как раз я вспомнила про ребятишек, раз они пришли. Сегодня же уже второй день нашей Уразы Байрам, нашего праздника. И мы что-то сидим с сыном, он говорит: ма, дети приходили? Да, я говорю, приходили, но что-то очень мало. Действительно, у нас в новостройках это проблема всегда, что мало детей сюда ходит. Из дальнего села, из старого села сюда дети не ходят, конечно, потому что мы живем некомпактно. Сейчас-то еще как-то есть. Я говорю, очень мало. Он говорит, мы сидим так, обсуждаем, разговариваем. Он говорит, а вообще-то, говорит, наши соседские дети, мам, выросли, говорит, поэтому еще и не ходят. Я говорю, ну не настолько выросли, чтобы не ходить. Обычно ну, до 10, до 12 лет все равно же ходят. Но в основном так подумала, да, наши соседские детишки тоже выросли уже из этого возраста, поэтому их мало. И все-таки, когда не ходят дети, не знаю, мне нравится, когда они ходят, мне нравится с ними подшучивать и угощать их. Единственное, что я немножко пожалела, что не купила платочков именно для мальчиков, для детей, потому что чуть-чуть постарше, которые спрашивают, дядя, а платочки есть, дядя, елок есть, дядя, это значит тетя. К сожалению, у меня платочков не было, но когда они видели конфетки, которые я купила, о, да ладно, тогда это красивые, хорошие конфетки, не обязательно платочки. Вот так вот. И мой сын говорит, я говорю, да, они завтра будут ходить. Как, говорит, завтра будут ходить? Я говорю, ну да. Ничего себе, говорит, смеется. У нас полдня только было, а им еще и завтра можно. Вот ли детям повезло. Так что действительно, когда мои дети были маленькие, когда мы были маленькие, мы действительно ходили только до обеда, дети. Даже вечером не ходили. А сейчас просто даже и на второй день дети приходят, могут и завтра прийти. И это очень хорошо. Лучше бы они ходили, потому что обрадовать ребенка, ну, дать ему конфету, дать ему что там, кто что купил. Это же большая садака, это же большое удовольствие сделать приятное ребенку и старику тоже сделать приятное. Это многого стоит все-таки. Действительно, вчера, сегодня, вот я про детей и на стариков сразу же перейду. Мама настолько как-то приободрилась, бодренькая такая, подшучивает, шутит со всеми, кто придет, спросит ее, как твое здоровье, она вот. И вы знаете, действительно, все-таки хорошо, что есть такой праздник, хорошо, что вот люди приезжают. Даже раньше, может быть, извините, мне звонят. Так, простите. И действительно, это праздник все-таки должен быть. Поэтому люди, хоть мы сейчас как раньше-то не было столько машин, поэтому все-таки радовались, что приезжают, гости приходят. Но сейчас сколько бы машин не было, чего бы не было, люди почему-то даже не успевают ездить друг к другу в гости. Во-первых, не ездят в гости даже из-за этих же телефонов, потому что уже есть и видеосвязь, и аудиосвязь, и все мы знаем друг о друге, и поэтому в гости стали приходить реже. И все-таки в этот праздник это хорошо, что все-таки все родные стараются приехать, стараются поздравить друг друга, особенно если в доме старики, конечно, приехать к старикам. И у нас такой обычай, что если в доме пожилой человек, то ему обязательно дают денежку. Это тоже, сколько бы там у них денег не было, они тоже радуются, когда им дают и денежку, и мама тоже такая взбодренная, что вот показывает всегда, когда уходит гость, вот он мне столько дал, он мне столько дал. Я говорю, ну спасибо им. Вот такое вот небольшое удовольствие для стариков, для детей, ну хоть для любого. Мне тоже сегодня действительно, как я вчера и говорила, первый день обычно у меня бывает мало гостей. Например, моя сестра мне говорит, что наоборот у нее в первый день бывает много гостей, потому что ну, они живут в Осетии, и поэтому не все еще вернулись туда, живут в Ингушетии, а их родовые кладбища там.
И все стараются, все, кто живет здесь, поехать именно туда, на кладбище, и заодно сразу же заходят ко всем своим родственникам. И поэтому, например, у моей сестры первый день бывает более насыщенный, а у меня второй день, потому что я живу не в том селе, где вот именно родовое кладбище моей фамилии, например. Поэтому у нас, лично у меня тут бывает второй день больше гостей, поэтому сегодня у меня был такой небольшой, такой, можно сказать, насыщенный день приема встречи друзей, гостей, родственников. И заходили, и общались, и ели, и мне очень приятно угощать. Действительно, я люблю, когда люди заходят, когда они угощаются, когда им нравится. Мне приятно, что вот так вот могут зайти хотя бы попить чаю, потому что это поставлено для того, чтобы они поели, чтобы они угостились, чтобы действительно это была садака, а не просто так поставить, постоять и выкинуть. Поэтому сегодня вот такой вот плодотворный день у меня. Уже 4-5 час прозвучал азан, я сделала намаз, и думаю, прежде чем что-то начну, наверное, немножко с вами поговорю, потому что пока в мае, как по-моему, я еще ни одного дня не пропустила, чтобы не выходила с вами на связь. И позвонила в обед дочкам, Мадина спросила, как у меня и что. Девочки тоже звонят, часто звонят, спрашивают, что у меня, как у меня. И я говорю, вот бы сейчас Аишку, потому что все мальчики мои тоже уехали, их нету никого, только я и мама были дома. Я говорю, что-то мне уже скучно после обеда, гости уже поменьше стали приходить. Может быть, ты бы Аишку прислала? Она говорит, давай пришлю. И ко мне приехала Аишка, но бедненькая, настолько уставшая приехала, что я ее покормила, смотрю, она кивает. Я говорю, будешь спать? Она говорит, не буду. А потом и на стуле сидит и кивает. Я говорю, ну пойдем ко мне на коленки. Посадила на коленки, и что-то совсем начала там глазки закрывать, засыпать. Вот только что ее уложила. Я говорю, не знаю, под вечер правильно, неправильно. Ну, часа полтора еще есть. Поспит. Видимо, с ребятишками там бегала, устала. Так что опять яичку привезли, опять я одна. Вот так вот, друзья, мясное все я сняла. Вот недавно ушли последние мои гости. Убрала все мясное. Сейчас, не знаю, хотела обновить все. Потом думаю, уже 5 час, вряд ли ко мне кто-то приедет. Если приедут, то, наверное, еще успею обновить. Сегодня немножко еще мясного, приготовила не очень много чего. Остальное у меня было. В принципе, как я вчера сказала, вчера почти никто не заходил. Даже кто зашел, пили только чай. И поэтому сегодня котлеты свежие я сделала. И нашу ингушскую подливу, эту картофельную новую сделала. И все, больше ничего не готовила сегодня. Как раз у меня сейчас закончился хлеб, друзья. Никого нет дома, чтобы мне его купить. Пойду, наверное, поставлю тесто на хлеб, чтобы испечь. И у нас ужасная жара сегодня была. 32 градуса тепла. Это было что-то. Бычок, который у меня маленький, черный, я его привязала утром. Ну, не я, а Дивер привязала его утром. Смотрю, мне мальчики, пацаны соседские прибегают. И говорят, тетя, там бычок развязался, и я вышла, они его держат уже, и они мне говорят, тетя, он уже почти, по-моему, полчаса стоит с высунувшимся языком, по-моему, ему жарко. Видимо, из-за того, что это вот именно бычок черный, смотрю, другая скотина нормально, а вот он же черный, протягивает слишком сильно солнце. Ему действительно реально было плохо. Завела его, напоила, через какое-то время сразу побоялась напоить. Облила его холодной водой, пришел в себя. Так что вот такая вот буквально, получается, резкая аномальная жара у нас сегодня получилась. Вот так вот, мои хорошие, что вам еще рассказать? Да, читала ваши комментарии, читала ваши поздравления. Огромное вам спасибо. И отвечала сегодня, у меня получилось отвечать между тем, как приходили гости и уходили, потому что другим ничем заниматься нельзя сегодня, потому что если я чем-то начну заниматься и придут гости, то это будет уже не то, и поэтому я, сидя, встречая, провожая, между тем, что мою посуду, отвечала на ваши комментарии, мне было очень приятно, спасибо вам огромное. Я вам благодарна, действительно, безмерно благодарна вам за ваши комментарии, за ваши поздравления, за комментарии и пожелания для бабушки, для мамы. Я их тоже ей читаю, она довольная, радуется.
Огромное вам спасибо. Вы делаете очень благое дело, написав приятные слова, особенно бабушке, да и мне тоже. И это тоже меня и стимулирует, и мотивирует. Вот видите, опять ребятишки пришли. Действительно, я и не показушная, действительно радуюсь, когда приходят ко мне дети. Пойду отдам им конфетки. Прибежали соседские дети, 2 пацана и 2 девочка. Я говорю, а почему вас не было? Ну, они живут отдельно от родителей, а родители здесь рядом со мной. А почему? Я говорю, вы, наверное, только сегодня приехали. Нет, говорит, вчера мы приезжали. Я говорю, а почему не приходили? Они говорят, а мы были уже. Нам, говорит, ну, сын мой дал что-то. Они пришли поэтому, ну, пришли 2-й раз. Ребятишки молодцы, действительно. Я люблю, когда приходят дети. И когда детишки уходят довольные обратно. Вот так вот, друзья. И сейчас я пойду полью огород. Друзья, что у меня творится в огороде, я вам сейчас поснимаю. Сорняк полностью все закрыл. Во-первых, я эти 2-3 дня ничего не поливала. После дождя все заросло и не поливала. И мне нужно вертушку ставить. Мне нужны хомутики покупать. Хомутиков нет, чтобы сейчас вот поставить вертушку бы и все эти мелочи полить. Не знаю, в этом году что-то у меня не получается с огородом, наверное. Но завтра тоже один день у нас еще. И будут приезжать гости. И поэтому тоже вряд ли я огородом смогу заняться. А вот уже послезавтра придется мне действительно безвылазно находиться в огороде. И рассада переросла уже, и бедная и высыхает, и засыхает, не успеваю ее поливать. Несколько дней вообще ее не выносила. Вот, не знаю, мне надо будет серьезно заняться рассадой. Вот такие вот дела, друзья. Ну, дальше я вам сейчас покажу, пойду быстро покажу вам огород. Полью быстренько несколько этих вот 3 рядочка, что было посажено. Некоторые вообще высохли, сейчас увидите. И пока Аишка спит. И, во-первых, я даже боюсь выходить, потому что проснется, будет бояться. Испугается, плакать будет. И вот, друзья, в каком плачевном состоянии мой огород. Посмотрите. Это что-то. Заросло все. Это надо все прополоть. Не хочется химикатами. Можно было бы химикатами, где вот ничего не растет, где мне нужно сажать рассаду и уже сажать огурцы. Но нет, все-таки не хочу опрыскивать их химикатами. Скорее всего, я их пропалю вот послезавтра. Не знаю, что будет. Так, ну вот. Это рассада, которую я сажала, видите. Вот эта капуста сгорела. Так. Ну, это вроде бы живая. И тут сгорела, и тут сгорела. Эти живые. Во-первых, у нас еще было холодно по вечерам, дни очень жаркие, и, конечно, это неблаготворно влияет на мою рассаду. Ну, не знаю, вот пока вот эти болгарочки, баклажанчики, как видите. Ну, по крайней мере, они прижились. Вот теперь уже буду каждый вечер поливать. Вообще хочу купить капельный полив, посмотрим, как у меня получится. Шланг такой капельный полив, очень удобно. Куплю. Так, ну это пока пусть течет. Наверное, сейчас покажу вам дальше, что у меня тут, как у меня все заросло. Вот, смотрите, картошечка уже срочно. Картошечке нужна прополка, потому что, в принципе, даже скоро уже и окучивать придется. Я еще ни разу не полола. Не было такого, чтобы вот так вот сильно у меня зарос огород. Вот. Вот сюда мне бы срочно надо поставить вертушечку, чтобы пропалить. Но из-за того, что я все время не забываю купить хомутики, чтобы от шланги вот вместе их соединить, и хомутиками прикрепить, и эту вертушку прикрепить с хомутиком. Поэтому вот в таком плачевном состоянии как бы. И вот смотрите, сколько сорняка. Завтра собирается ко мне сестра приехать. Ну, завтра она просто приезжает поздравить маму и сноху свою привезет. Она не останется. Но завтра приедет, и попрошу обязательно, чтобы в ее выходные она приехала, мне все-таки и помогла. Тут мне действительно нужна уже помощь, потому что я не справлюсь так быстро. Да и еще хочу
держать 6 дней уразы, которые вот нужно держать после нашего поста. В принципе, можно было даже уже с сегодняшнего дня начинать. Но я не знаю, если я буду держать пост, то я не смогу делать прополку. Так, и я несколько раз уже рвала редисочку, хочу вам показать. Вот. Ой, очки уронила. Вот такая вот. Я думаю, видно, вот такая вот редиска у меня уже. Вот так вот, свеженькая, молоденькая. Все-таки радует, когда у тебя что-то в огороде. Пусть можно купить, я не знаю. Я болею огородом и болею цыплятами, друзья. Действительно, это моя болезнь, это мой бич. Люблю, когда в огороде все всходит, все есть. Пускай за те же деньги можно купить, но для меня дорого то, что у меня выросло в своем огороде. Хотя вот сейчас тут черти что творится. Это вот чесночок яровой. Это лучок вот такой вот. Тоже интересный лук. У меня не было такого семейного лука. Буду разводить. Так, салатик уже. Вот если бы у меня был салатик бы, то мне не надо было бы 100 рублей за пучочек маленький платить. Ой, а сорняка, смотрите, сколько сорняка. А вот эта вот картошка, это тоже ее придется, наверное, она между рядами выросла картофеля. Тут не понять, которая посаженная моя, которая, что она вот сама по себе взошла после прошлого года, что оставалось, когда лошадь, помните, разбила это все мне, то, видимо, вот трактор их перетаскал. Ведь это вся картошка, это не сорняк, это вся картошка. Вот. Так, тут тенечек. Так. Ну вот клубничку, которую я вычистила. Не умею ухаживать за клубничкой. Надо будет мне посмотреть и хорошую грядочку посадить. Все-таки клубники здесь. Дело в том, что я в этом огороде, друзья, не сажаю никаких деревьев, потому что это 2 участка получается для моих других 2 сыновей. А мы поделили эти 2 участка. У нас вообще-то 2 участка по ходу, что вот, ну, 30 соток у нас. Когда мы покупали землю, мой муж сказал, что каждому сыну по 10 соток разделим. И мы вот так вот и это и оставили. Будет по 10 соток. Поэтому на 10 сотках у нас уже вот построен дом. В этом доме у меня будет жить 1 сын. А эти 2 участка других сыновей. И поэтому где они будут строиться, что они будут делать, мы не знаем. И поэтому просто эти деревья мы по периметру просто посадили. В принципе, они могут не мешать. А посередине я не могу ничего посадить, ни деревья, ни кустарники. Хотелось бы, конечно, много чего посадить, но я не знаю, потому что я не знаю, что у них тут будет, а потом вырубать эти деревья тоже не хочется. Так что вот так вот, друзья, немножко вам объяснила, показала, что в огороде. Единственное, что я вот побрызгаю здесь, конечно, здесь я не успею. Здесь я посадила тыкву, еще не взошла, надо тоже срочно поливать. Вот тут вот придется мне опрыскивать этим химикатом, потому что я не успею здесь прополоть, во-первых. Во-вторых, тут еще такие вот от деревьев корни, от малины бывшие какие-то корни остались. Полоть будет сложно. Вот. Ну, если бы сыновья не работали бы, они мне, конечно, помогли. У них тоже работа стоит. Они даже аж 2 работы, 2 стройки взяли. И туда бегают, поэтому не успевают. Они тоже мне не успеют помочь. Вот так вот, друзья, потихонечку после праздничные дни начнутся. Будем потихонечку приходить в себя. Так, черешня моя. Это тоже вроде бы хорошо. Это очень вкусная черешня, друзья. Я буду надеяться, что с ней ничего не случится. Она у нас созреет. Эти 3 дерева у меня черешни. Но вот это из этих 3 только это одно хорошо. Вот прям с хорошим урожаем. Вот так вот, друзья. Ну что, пойдемте, буду замешивать тесто на хлеб. И не успели мы последние вот эти 2 тачки выкинуть навоза перед праздниками. Тракторист не приехал. Но почти там порядок, я уже более-менее спокойна, что почти вот надо будет вот выкинуть спиленные вот эти вот ветки. И вот 2 тележки еще навоза, и все будет хорошо.
Как хорошо к вечеру, друзья. Вы не представляете, какая жара была. Показывали 32, но, видимо, на солнышке было еще больше, потому что выйти просто было не вариант на улицу. Друзья, мне не пришлось замесить тесто, сделать хлеб. Как только я пришла с огорода, Аишка проснулась, ревела. Вот теперь мы ее успокоили немножко конфетками, и мы с ней идем сейчас к соседям за конфетами. Да, Аиша? Марху буду сдохови? Да, все. Пойдем. Ой, такая у меня красавица, Аишка. Машала, тут, машала, машала, машала. Да, Аишка? Пойдем. Куда идем мы с пятачком? Большой. Сигет. Пойдем. Хашда, тхотхоню, хамхая, Аишка. Во, целый пакет набрала Аишка, да? Ты хоть понести сможешь? Аишка, вот сколько Аишка конфет набрала. О, Мишка, Аишка к Мишке пошла. Мишка. Мишка, с конфеты хая йох-йохи. Лугияцин конфет. Лугитя, не дашь конфетку Мишке, да? Ну, пойдем домой теперь, пойдем. Все, мы целый кулек набрали конфет, да, Аишка? Вон сколько у Аишки конфет. Ух ты! Хал, куда идем мы с пятачком? Большой. Секет. Аишка, хал, куда идем мы с пятачком? Большой секет. Аишка, пока. Пока, Аишка. Пока. Все. Пока. Ну все, друзья, на этой ноте мы сегодня закончим свой влог. Мы с Аишкой идем домой уже.